Проехав из села Бьюк-Яшлав близ Бахчисарая, дальше по грунтовой дороге попадаешь в село Казби-Эле. Несколько домов, заброшенные фермы, утопающие в зелени. Все, что осталось от некогда процветающего села. Казби-Эле – старинное село, располагавшееся на землях беев яшлавских. Оно никогда не было большим. В исторических источниках часто деревня упоминается как малая или вовсе приписывается к соседнему Бьюк-Яшлаву. Главная достопримечательность села Казби-Эле – вот эта старинная мечеть. От нее сохранились лишь стены со старой кладкой. Внутри можно рассмотреть михраб. Мечеть при колодцах упоминается в исторических документах середины XIX века. А в 1912 году в Казби-Эле было начато строительство школы. Ее руины расположены рядом. Кроме того, неподалеку в зарослях можно увидеть и надмогильные камни Башташ с арабской вязью. В мае 1944 года крымские татары были депортированы, а уже в сентябре в Казби-Эле прибыли новоселы из разных областей России. Село сначала переименовали в Солнечное, а затем в Розовое. Здесь работали фермы. В полях выращивали шалфей, лаванду, кукурузу. Но со временем все исчезло. Село опустело. Сейчас в Казби-Эле официально прописан только один человек. С 20 февраля я первый и единственный житель села Розово. Супер! Да. И как вам ощущение, что вы единственный житель? Очень хорошо. То есть вам нравится? Ну да. Как помещик. Юлия выросла в Казби-Эле. Здесь жили и ее родственники. Дядя Николай до сих пор держит здесь пасеку. Сама она сначала бывала в селе наездами, а потом решила перебраться насовсем. В городе я работаю, а здесь тихо, спокойно. Земля. Ну скажите, что в квартире нужно делать? Газа нет и не будет. Сейчас борюсь с РЭСом, чтобы дали мне какие-то скидки на отопление. Отсутствие удобств Юлю не пугает. Бахчисарай всего в 14 километрах отсюда, и на автомобиле до него ехать минут 15. В ближайшем селе Бьюк-Яшлав, где из всех благ цивилизации только магазин, о соседнем Казби-Эле многие жители даже не слышали и затрудняются ответить, как к нему добраться. Хотя к селу ведет улица Казбиельская, как напоминание об истинном названии нынешнего Розового.